Коричневый рис улучшает работу мозга и укрепляет нервную систему. Коричневый рис более нерафинированный, чем белый, поэтому диетологи считают, что коричневый рис полезен. Коричневый рис содержит 80% минералов и сложных углеводов, необходимых человеческому организму. Витамины группы В также можно найти в коричневом рисе. Когда этих витаминов недостаточно, состояние кожи и ногтей ухудшается, что приводит к впадению волос. Еще один ингредиент риса – лецитин. Лецитин улучшает работу мозга и укрепляет нервную систему. Крахмал в этой пище восстанавливает уровень глюкозы в крови и регулирует уровень сахара в крови у диабетиков. Очищение организма. Он полезен для выведения токсинов из человеческого организма, а также для регулирования кишечных заболеваний. Белый рис широко распространен в большинстве районов. Когда этот белый рис хранится долгое время, он теряет свои свойства, и его полезные вещества уменьшаются. Чрезмерное употребление такого риса повышает кровяное давление. Белый рис не рекомендуется людям с диабетом. Исследователь Кисун, изучавший рис, говорит: ежедневное употребление белого риса опасно. Число людей с диабетом второго типа растет в азиатских странах, которые потребляют много риса. Еще одна неприятная особенность риса заключается в том, что он снижает мужественность мужчин. В медицине рис рекомендуется как средство от расстройств пищеварения и диареи. Еще одно преимущество риса заключается в том, что он поглощает токсины из человеческого тела и выводит, восстанавливает аппетит и нормализует сон после длительного периода тяжелой болезни. Поскольку это зерно не содержит соли, его используют как антиперспирант. Поэтому врачи рекомендуют рис пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и почек. Исследователи из США и Японии обнаружили, что в Японии, потребляющей много коричневого риса, уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем в других странах.